Сейчас в разгар летних каникул на рынке труда большое количество вакансий, которые подходят школьникам. Они, как правило, не требуют каких-то специальных навыков или квалификаций. Справиться с такой работой, как правило, может практически любой подросток. Было бы желание, что называется. Да, было бы желание, это точно. Вот, где может работать подросток? Какие профессии, какие виды деятельности им подходят? И есть ли какие-то ограничения по трудоустройству? Поговорим об этом с главным юрисконсультом Центра финансовых исследований Республики Башкортостан Дианой Бекбулатовой. Диана Салаватовна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, такой разгар лета, но лето подходит к концу. Мне кажется, все те, кто хотел трудоустроиться, они трудоустраиваются. Но я могу ошибаться. В любом случае, месяц лета впереди. Те, кто отдохнул, отдыхался уже и думает, что делать. Или родители говорят, хватит сидеть дома, иди работай. И вот родители уже допекли, и он такой, ай, ладно, пойду. Мы сейчас обращаемся к детям какого возраста? К подросткам. Да. Вы знаете, вы сейчас прям сказали про меня, потому что у меня 3 детей. Вот и 2 из них подростков. К вам производству можно запускать какое-нибудь. Это история, когда все друг другу надоели, уже сидя дома. Вот. И когда-то взаимные там какие-то истории, терки и так далее. Можно и поработать пойти. Да. Хочу сказать, что сейчас по всей России идет эстафета «Мои финансы», «Мои первые деньги». Вот. И как раз-таки в рамках этой эстафеты много информации идет от Минфина России. Вот. Можно почитать эту информацию. Вот. Но что касается работ. В принципе, работа подростка, она такая же, как и у людей уже более взрослых, да, людей с 18 лет. Просто существуют законодательные ограничения, которые установлены. То есть нельзя подросткам работать на вредных условиях, с вредными условиями труда, где нужно поднимать тяжести. Это ночные работы, работы где-то в каких-то казино, там, барах, ресторанах, работа посменная такая, ночная имеется в виду, вахтовым методом, работа по совместительству. А так, в принципе, все правила, которые распространяются на взрослых, они также распространяются на подростков. Мы сейчас говорим про какой возраст? Возраст подростков вообще по трудовому законодательству это от 14. С 14 лет можно заключать трудовые договоры. То есть до 14... До 14 лет есть такое одно исключение для людей творческих профессий, вот там, например, какие-то там фильмы или какие-то постановки и так далее, но это особое регулирование, вот, но по общему правилу с 14 лет возможно. Конечно же, это всегда с согласия родителей, есть определенные правила. Всегда это медицинский осмотр прежде, чем, потому что могут быть какие-то ограничения для подростков. Испытательный срок не устанавливается для подростков. То есть сразу начисляется заработная плата, да? Да. Вот Это такие хорошо. вот существуют правила определенные. Нельзя сказать, что есть какой-то определенный перечень. Есть просто ограничения. Остальное все, в принципе, возможно. Слушайте, но вот работодателю, да, принимать на работу подростка, он же вроде даже какой-то ответственности не несет до наступления совершеннолетия. Или несет? Но существует такая ответственность, как материальная ответственность, да, которая предусмотрена трудовым законодательством, полная материальная ответственность, например, там, для людей, которые работают с деньгами, кассиры и так далее, определенный перечень. Вот. На подростков это не распространяется, то есть они не несут полную материальную ответственность, это запрещено законом, но если только они прям вот умышленно что-то не совершили, какое-то уголовное или административное правонарушение, тогда, конечно, тут уже вступают в силу другие правила, которые уже регулируются другими нормами, тогда возможно. Но по общему правилу такую материальную ответственность полную подросток не несет. Я думаю, что многие работодатели добросовестные, не очень добросовестные, но в любом случае они могут предложить: давай мы не будем тебя официально оформлять, будем платить тебе зарплату, как это называется, в конверте, да, по-моему, и она будет точно больше, нежели официальное трудоустройство. Вот чем это опасно? Но смотрите, надо всегда своих детей учить тому, что надо сразу, разумно подходить вообще к заключению, к вступлению в какие-то правоотношения. Потому что если что-то идет не
так, как должно, хотя бы человек должен знать, как это должно быть оформлено. Должен быть оформлен письменный договор, должна быть выдана трудовая книжка, Вот, если кстати, она ни да, в разу не трудовой оформлялась. тоже запись уже идет? Конечно, конечно. Это же трудовые отношения. Если не было СНИЛС, оформляют СНИЛС и так далее. Это нормы, общие стандарты нашего государства. Это уже по-взрослому. Да, это по-взрослому. И подросток должен знать о том, что это должно быть. И он должен знать свои права. Если он знает уже свои права, он будет всегда понимать, что он защищен. И, соответственно, даже если, например, работодатель сказал, я не оформлю с тобой письменный договор, но юрист всегда сможет доказать, что если даже письменный договор не оформлен, но были правоотношения по перечислению денег, например, или еще чего-то, ну вот какие-то, да, Достаточно то переписок это каких-то, может, да? да, переписка и так далее, это же все можно доказать, но всегда нужно объяснить, что есть правила. Письменный трудовой договор, согласие родителей, конечно, всегда, когда это несовершеннолетний. Вот. В каких-то случаях, если с 14 до 15 лет, это согласие даже органов опеки и попечительства должно быть. Но есть целый комплекс правил, которые защищают самого подростка. А потом, если такие отношения какие-то, вот давай никому ничего не скажем, и вот ты там будешь получать деньги, это иногда бывает и совсем какие-то преступные схемы. Поэтому надо быть очень, по крайней мере, надо своему ребенку рассказать обо всех этих ситуациях, чтобы он знал и понимал, во что он может быть втянут. Такая школа жизни, да, уже в детстве. Я знаю, для совершеннолетних соискателей устраивают иногда какие-то ярмарки вакансий, можно оставить и резюме где-то там на порталах, либо разослать. Вот с детским трудом как дела обстоят? Ну, вообще на вот официальных сайтах работы есть прямо указаны вакансии. Вот я своего сына попросила посмотреть, сказал там, Салим, посмотри, какие есть вакансии. Ну, в основном доставщиков, конечно. Но да? есть они прям вот указано, что для соискателей несовершеннолетних, то есть они прям прописывают. Кстати, правда, кем можно устроиться? Я хотел узнать прям самые популярные какие-то Да. позиции. Ну, есть? были доставщик, но и необходимо помнить, что существуют ограничения и по переносу, да, по весу. Да, по весу. Потому что, например, вот для девочек больше 3 килограмм с 14 лет нельзя поднимать. пиццу Поэтому это можно какие-то, носить. да, ну, это есть. И существует ограничения по времени также для несовершеннолетних. От 14 лет это 24 часа в неделю. А в период учебы эти 24 часа, они еще наполовину уменьшаются. То есть в период учебы тоже да, можно в период работать? учебы можно работать, но это совсем будет мало. То есть посчитать можно, например, если 24 часа в неделю, когда уже 16 лет ребенку, это уже 35 часов в неделю, и, соответственно, в период учебы это в 2 раза уменьшается, и в день там происходит совсем мало. Сложно представить, что дети сильно расстраиваются по этому поводу. Да, есть удаленная работа, может быть, сайты какие-то, заполнение каких-то форм и так далее. Это очень сейчас распространено. Слушайте, такая офисная работа тоже, получается, есть, да? Это дети прекрасно делают сайты какие-то, еще даже круче, чем взрослые. А можно подробнее, вы в самом начале сказали про эстафету «Мои финансы». Да. Что это, о чем это? Но эстафета «Мои финансы», она проходит по всей территории Российской Федерации, и рассказываются подросткам, их родителям правила, как зарабатывать первые деньги, как ими распорядиться, как их сохранить, вот, какие-то... Приумножить, да, приумножить. инвестировать. Какие-то Сейчас, мне кажется, лайфхаки, все да, инвестируют. Ну, инвестировать я не знаю, насколько для подростков, но, по крайней мере, может быть, что-то... полезности какие-то можно получить. Это То очень, есть это... очень короткая лекция, заработал, отдай родителям, все. Ну вот, еще нет. На экране Конечно, вы нет, да. видите сейчас QR-код, который можно отсканировать и посмотреть полезные видео, я так понимаю, да, уроки. Там не только правовые, там экономические, именно вот много вопросов, которые полезны будут ребятам и родителям. Вот по вашему опыту, кто все-таки чаще инициирует трудоустройство, сами дети или родители им подыскивают как Ну, конечно, продюсеры, там, я не знаю, агенты? Детям хочется всегда побольше карманных денег. Но я, знаете, хотела бы обратить внимание на то, что деньги не всегда, быстрые деньги, не всегда это важно. Потому что человек, вот, например,
он учится где-то, да, и он получает, предположим, обучение платное. А если он хорошо позанимается летом, и он получит какие-то там, я не знаю, участие в олимпиадах, гранты или еще что-то, эти занятия для родителей будут более выгодны, и для него тоже будут более выгодны. Поэтому всегда нужно думать о том, что и соотносить, насколько сегодня это будет грамотно работать, и может быть, ты заработал там пару тысяч, а ты потом потерял больше. Поэтому надо к этому относиться так философски и понимать, как именно планировать. Мне кажется, еще такая доля манипуляции, когда ты говоришь родителям, да я ведь на работу устроюсь, для того, чтобы чуть-чуть поднять средний чек твоих карманных денег. Есть такое, да. Есть. Мы благодарим вас за полезную информацию. И все-таки ваши дети пошли работать? Нет. Мои дети не работают летом. Ваши дети отдыхают. Инициатива все-таки чья больше? А мои дети как раз выбрали вариант, что надо плотно потрудиться. Подтягивать Но учебу. я как бы сказала, у меня есть такая история, что можешь позаниматься с, например, средним сыном английским, я тебе заплачу как репетитору. Неплохо. То есть я придумала какой-то, у меня еще младшая дочь, и как бы бэбиситером можешь поработать там и так далее. Какие-то такие истории я сама для них придумываю, потому что мне так удобнее. Но были предыдущие годы, у меня дети, да, работали. Поэтому этим летом мы отдыхаем. Благодарим вас за то, что это утро вы провели вместе с нами. Главный юрисконсульт Центра финансовых исследований Республики Башкортостан Диана Бикбулатова была сегодня вместе с нами. Вам хорошего продолжения этого вторника.